Киеве активисты националистической организации «Правый сектор» протестовали у здания президентской администрации. Протестующие заявляли, что вокруг штабов их добровольческого батальона на востоке Украины установлены армейские блокпосты. В правительстве это не подтверждают. Украинские власти стремятся к созданию более профессиональной армии, что привело к напряженности в отношениях с некоторыми военизированными группами, которые также противостоят поддерживаемым Россией сепаратистам. На востоке Боснии прошли похороны полицейского, убитого предполагаемым исламским боевиком. 48-летний Драган Джурич был похоронен со всеми почестями. При нападении на полицейское управление в Зворнике в Боснии и Герцеговине также были ранены 2 сотрудников правоохранительных органов. Нападавший убит. Арестованы 2 других предполагаемых экстремистов. В населенном пункте Аразак на севере Казахстана потоплено около 200 домов, жители которых эвакуировали. Еще одну группу жителей эвакуировали в связи с подъемом уровня воды в реке Нура, что создало угрозу разрушения дамбы. С марта в Казахстане было уже несколько наводнений, вызванных таянием снега и сильными дождями. В Пешаваре на северо-западе Пакистана власти начали раздачу необходимой помощи жителям, пострадавшим от непривычного для этой местности циклона 26 апреля. Он привел к гибели 45 человек. Непогода вызвала наводнение. Пострадавшим семьям доставили продукты и воду. Ведутся восстановительные очистные работы. Были повреждены линии электропередачи, разрушены дома. В городе Киркук в Ираке несколько студентов-курдов протестовали против избрания руководителем университета этнического туркомана. Студенты настаивают, что главой вуза может быть только курд. Во время своей акции они жгли автомобильные шины, заявляя о готовности продолжать протесты. В Киркуке живут курды, туркоманы, а также арабы. Бойцы курдских вооруженных формирований Пешмерга установили контроль над Киркуком, когда шло наступление боевиков группировки «Исламское государство» в 2014 году.